Петровна, вот мы сейчас едем и общаемся, разговариваем. Вы поделились, спросили там за семью, почему одна. Вы вот рассказали про свою семью, про своих деток. Расскажите, пожалуйста, настолько тронут всем этим рассказом, я хотел бы, чтобы люди послушали вас. С чего все началось? 5-го ребенка я родила в 88 году в августе. И вот началась перестройка. В декабре, ей было уже 4 месяца, воочию нам показали по телевизору, сколько детей-сирот при живых родителях. Социальная сирота. То есть родители живы, либо пьяницы, либо неправильно. Детей отняли и в детдомах держат. Вы не поверите, 800 тысяч, это почти миллион, детей живут в детдомах в наше время. Это было декабрь 88 год. Я плакала. Я плакала и говорила мужу: Федя, давай возьмем еще. У нас 5, давай еще 5 возьмем, вырастем. Он меня останавливал и говорит: Наташа, успокойся, давай сначала своих поднимем. Прошло время, детки стали вырастать, уезжали учиться в Самару, там оставались, 3 уехали взрослые. Уже женились и кто-то. 2 остались. 4-й, 5-й ребенок, я их родила позже всех, им было 10-12 лет. Вот тут я начала опять: Федя, давай возьмем. Он говорит: мы с тобой старые. Ему было 50, мне 48. А я говорю: нет, Федя, пока Настя с Илюшей не вырастут, мы с тобой молодые. И убедила его. И вот мы взяли сначала Сашу, через полгода Русланчика. Это был обаяшка, черненький, как цыганенок. Мама русская, папа чувашин у него, а дед дагестанец. И вот я вчера ему говорю: Руслан, я у тебя на родине была, в Дагестане. Беженцы Ташкента. Ну, сейчас прошло 20 лет тому, как я их брала. Это выросли. Такие красивые, такие умненькие, такие добрые. Но мы жили настоящим. Прошлое не вспоминали, потому что прошлое у всех было очень тяжелое. Если Катю мы взяли у Саши, сестру, позже. Нашли тоже в детдоме. У Саши с Катей мама пьяница с папой. Пропивали все деньги. 13 детей бродили голодные. Вот нам достались последние дети, Саши и Катя. 12-13 ребенок. А у Руслана мама наркоманка. Все. Брошенные дети. Что было в начале? Мало того, что постричь наголо, я их стригла, одевала, а внутри сколько было. И потом они садились кушать и много ели хлеба. Вот только руки мелькали. Я думала, наверное, хлеб любят. А оказывается, они были голодные. И когда они видят хлеб, они ели про запас. И в кармане был хлеб, и под подушкой хлеб. И когда они кушали, они глядели на папу. Папа не мог, выскакивал из стола: мама, накорми их досыта. Федя, кормлю. Нет, их досыта накорми. Это были голодные дети. Голодные. Ну, живя у нас, конечно, за все время они поправились, изменились. Даже врач, когда провожали каждое лето в деревню, она спрашивала: чем вы их кормите? Я удивилась. Она говорит: я помню, какие они были и какие они стали. Я говорю: ну как? У нас корова была, значит, молоко, хлеб, сметана, масло, яйца, творог, все, что мы ели, мясо, естественно, все они кушали. И детки выросли здоровые, красивые. Сейчас они вас радуют? Радуют. А вот скажите, любовь к вам вот настоящая? Naстоящая. У Руслана нашлись родственники 22 года спустя. В 17 году, если вы интернет смотрите, от 19 мая 17 года, посмотрите, «Жди меня». Жди меня. Да? Нашлись, приехали, фотографировали нас, его, все, снимали, в Москву их пригласили. И «Жди меня» меня спрашивают: а вы не ревнуете? Нет, говорю, я не ревную. Вот. Я рада, Вот. что нашлись родственники. Вот. Съездили они, встретились. Он 2 раза ездил на родину. Ну, то есть к родственникам. А потом приехал и говорит: нет, мама, вы моя семья, это мой дом. Все. Там потеряно все. Здесь он рос с 6 лет, и в садик ходил, и в школу, и всему обучали. Даже он говорил: мама, какое счастье, что я попал к вам.
Если бы я был с своими родственниками, наркоманами, я был такой же дурак, как они. Если я был бы в детдоме, я был бы злой, как серый волк. А все-таки смесь кровей, он Кавказ, знаете, он очень горячий мальчик. И его надо было только по шерсти, против нельзя. Он вспыхивал, как спичка. Вот такой мальчик. Наталья Петровна, вам огромное спасибо за то, что вы есть. За то, что вы сделали в своей жизни, то, что вы подарили обществу сегодня прекрасных 8 детей, Да. замечательных внуков. Дай Бог вам счастья, чтобы вот все, что вы сделали доброго, я так понял, супруга нет уже, да? 10 лет уже нет. 10 лет. Но дети, вспоминают его первый год, без слез не могли вспомнить. Я хотела еще одного мальчика взять, но мне не дали. Сказали, мальчик только полную семью. Я приехала с отдела семья, Руслан спрашивает, мам, ну что? Я говорю, не дали нам Ромку. Сказали только в полную семью. Что он ответил? Он говорит, мама, правильно. Вы для нас мама. Мы к вам бежали погреться, полоскаться, покушать. А воспитывал-то нас папа. Это Руслан так говорит. Да. Хотя он целый день был на работе, он главным энергетиком был. А воспитывал, как он любил, исподволь. То есть незаметно, своим поведением. И дети все работящие, трудолюбивые, грамотные. Царство ему небесное. Да. Вот сегодня вы путешествуете, да? Да, Вот смотрите да. мир. Вы заслужили это счастье. Да. Я еще один хотел бы акцент сделать на том, что вы для меня вот настоящая, истинная русская. Вот я хотел бы, чтобы много людей жили с включенными мозгами и понимали, что просто за словом русские, там, чеченцы, дагестанцы, стоят конкретные люди, да, характеры, да. и их мысли, их благородство. Поэтому вот вы для меня мама. Вы говорите 8 детей. Я сразу вспомнил свою маму, которая нас 9 детей. Вот да. так же. Спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо. Пожалуйста, приезжайте еще в гости. Приедем. Чтобы так недельку-две, чтобы отдохнуть. Обязательно. Будете моим личным гостем. Приезжайте. Спасибо. Мы найдем мероприятие здесь где-то с детским садом, что-то с детским домом, что-то пообщаться, где-то на близости. А в Чечне нет детских домов? Это хорошо. Да. Это очень хорошо. Да, нет у нас. Но у нас как-то это неправильно. У нас неправильно воспримут люди, если родственникам будут упрекать, скажут, как это твой родственник, ребенок там, а ты как ты можешь? Нет, это правильно. Спасибо вам большое. Пожалуйста.